На сцену приглашается победитель в номинации «Партнерство школы и семьи. Формула успеха» Еловик Маргарита Сергеевна, воспитатель ясли сада номер 5. Уважаемые участники торжественного мероприятия, главная задача системы образования на современном этапе развития Казахстана – это создание необходимых условий для формирования и становления личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей. И тема партнерства детского сада, школы и семьи в контексте решения поставленных педагогами задач с каждым годом становится все более актуальной. В современном образовании педагог постоянно ищет новые подходы и способы взаимодействия с родителями. Наша задача как педагогов состоит в том, чтобы родители из пассивных наблюдателей стали активными участниками процесса воспитания и обучения своих детей. Семья и детский сад – это две ветви воспитания будущего поколения казахстанцев. И хочется, чтобы им хватало взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Именно поэтому воспитателю нужно использовать различные формы работы с родителями и не ограничиваться только родительскими собраниями. В практике работы нашего детского сада зарекомендовали себя дни творчества детей и родителей, открытые занятия и развлечения, помощь в организации и проведении досуговой деятельности. В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры «Быть родителем» стали тренинги. Тренинги – это активная форма работы с теми родителями, которые осознают проблемные ситуации в общении со своим ребенком и хотят изменить свое взаимодействие с ним, понимают необходимость приобретения новых знаний и умений воспитания ребенка. Но самое, наверное, необычное и интересная организация партнерских отношений – это когда в детском саду во всех группах организовывается одно большое тематическое мероприятие. Здесь задействованы и воспитатели, и узкие специалисты, и, конечно же, родители наших воспитанников. Наш детский сад является областной экспериментальной площадкой по теме раннего профориентирования детей. В рамках мероприятий экспериментальной деятельности коллективом детского сада был организован фестиваль профессий среди команд воспитанников и их родителей. Мероприятия такой направленности всегда проходят весело и активно. Детям очень нравится, когда родители представляют свою профессию, испытывают гордость за их профессиональные достижения, вместе с ними выполняют творческие задания и чувствуют их эмоциональную поддержку. Это еще раз доказывает, что взаимодействие образовательной организации и семьи – важная грань формирования маленького человека, гражданина нашего независимого государства. Организация взаимодействия с семьей – работа объемная, в ней нет готовых технологий и рецептов. Ее успех определяется интуицией, инициативой и терпением воспитателя, его умением стать профессиональным помощником в семье. В свою очередь хочу отметить, что установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, создать атмосферу взаимной поддержки и общности интересов под силу только терпеливому, чуткому и любящему свою работу воспитателю, соответствующему статусу педагога. В своей дальнейшей профессиональной деятельности я буду стремиться постоянно совершенствовать педагогическое мастерство, искать новые формы сотрудничества с родителями, делать жизнь детей в детском саду яркой и незабываемой. Спасибо за внимание. Спасибо. Номинация «Воспитательная работа. Перезагрузка». На сцену приглашается победитель Титова Татьяна Витальевна, учитель музыки и самопознания общеобразовательной школы номер 17. Уважаемые участники торжественного мероприятия, знание истории своей страны, своего края – насущная необходимость и гражданный долг каждого цивилизованного человека. Это своего рода сохранение собственного национального культурно-генетического кода нации. Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» сделал особый акцент на развитии краеведения. Патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону.
с любви к малой родине. Соответственно, любовь к малой родине легко переходит в более широкую установку – любовь к государству. Елбасы заострил внимание на важности организации серьезной краеведческой работы в сфере образования, экологии и благоустройства, изучения региональной истории, восстановления культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. Костанайская земля богата талантами, и особо значимыми среди них является Ибраил Тынсарин, человек, прославивший нашу малую родину не только своим литературным талантом, но и как народный просветитель, учитель, мыслитель. Конечно, невозможно представить историю нашего края без исследования творчества такого великого человека. Наблюдая за проявлением интересов обучающихся старших классов к исследованию сакральной географии нашего региона, я сделала акцент на поиске путей решения главной воспитательной задачи – осознанию молодого поколения принадлежности к единой и великой нации. Благодаря творческому тандему педагога и учащихся и по результатам собственных краеведческих исследований был создан аудиогид «Ибраил Тынсарин. Истоки бессмертия». Перед началом исследования было выдвинуто предположение, что если удастся создать виртуальный аудиомаршрут о жизни и творчестве, о истории возникновения мест, носящих имя Ибраила Тынсарина, то это позволит сделать доступными не только результаты исследования для широкого круга лиц, но и популяризировать жизнь и творчество знаменитого земляка. За кулисами этого проекта остались волнения, усталость, переживания, но главная удовлетворенность от проделанной работы у меня и моих учеников. Видя их горящие глаза, искреннюю заинтересованность, глубину их погружения в истоки национальной культуры и истории, появляется уверенность, что современное молодое поколение является представителями будущей интеллигенции нашей страны с высокими духовными и гражданскими принципами. Спасибо. Бәрекелді, рахмет. Сахна төрінде марапаттау үшін педагог еңбек ардагері Александр Владимирович Саскальға шақырылады. Сахна төрінде Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының мадақтамасымен марапатталады. Балгенжина Валентина Таласхановна, қошеметтеріңіз. Рудный қаласы білім бөлімінің әдіскері Валентина Таласхановна өзінің жұмыс бейіні бойынша үлкен жұмыс тәжірибесімен кең практикалық білімі бар, сауатты әдістемелік қызметті жүргізеді. Валентина Таласхановна Балгенжинаның жетекшілігімен педагог-психологтар маңызды кәсіби нәтижелер қол жеткізуде. Кульбаева Тамаша Александровна, Бейімбет Майлин атындағы нөмір 7-ші мектеп гимназиясы көрдеп еңбек пәнінің мұғалімі. Қатар, жас шеберлер сәндік қолданбалы үйірмесі қосымша білім беру ұйымының жетекшісі. Мектеп оқушыларын өнерге баулуда, өзінің шығармашылығымен озық әдістемесі аясында үлкен жетістіктерге жеткен. Облыстық халықаралық сайыстардың жеңімпазы, мектептің абыройын көтеріп жүрген ізденімпаз, еңбекқор мұғалім. Рудный қаласының білім бөлімінің грамоталарымен марапатталады. Набибулина Татьяна Ильдаровна, нөмір 21-ші гимназиясының педагог-психологы. Педагог-психологтардың халық әдістемелік бірлестігінің жетекшісі. Аймақтық психологиялық қолдау және қосымша білім беру орталығының желілік үйлестірушісі. 2-ші жыл әрекеттегі геймификация жобасына қатысты. Педагогикалық идея 2021 республикалық байқауының номинанты Татьяна Ильдаровнаның жұмыс тәжірибесі қала мен облыс деңгейінде жинақталған. Баган Мария Сергеевна, нөмір 9-ші бастауыш мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі. Қарым-қатынас міндеттерін адамгершілік мәдениет дағдыларын қалыптастыру және дамыту, қоршаған адамдарға, табиғатқа, отанға деген құрмет арқылы шеше алады. Мұғалімнің ынтымақтастық жағдайы құра білуі, адамгершілік, мінез-құлық мәдениеті мәселелерін, сондай-ақ адамның жеке басының рухани даму мәселелері сындарлы сенім атмосфераларында талқылауға ықпал етеді. Ташетова Альфия Юрьевна, нөмір 13-ші балабақша тәрбиешісі, қалалық және облыстық семинардың белсенді қатысушысы. Өз жұмысында Макота Шельчит Москович
технологиялар тілде келмейді шынында да. Математикалық планшеттер сияқты инновациялық технологиялар қолданған. Бұл балалардың жоғары зияткерлік дамуына ықпал етеді. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілі оқу бағдарламасының міндеттерін сапалы орындау, жүргізілетін жұмыстық тиімділік, коэффициенттік арттыру және бағдарламалардың материалды меңгеру тұрақты жоғары нәтижелерді қол жеткізуге мүмкіндік берілді. Рахмет. Азат өлкен күндей күрген шығыстан, асыл елім жан жүректен ұғысқан. Ата бабам аңсап өткен бақытым, айналайын Қазақстан, Гүлстан. Елге құтты болсын. Егемен Қазақстанның басты жетістігі тұрақтылық пен келісім. Тек бізде ғана Қазақстан халқы ансамблеясының бірегей институты құрылды. Ол өз шаңырағының астында 130-дан астам этносты біріктірді.
Браво! Народный цирк «Надежда», ваши аплодисменты. Дорогие друзья, уважаемые почетные гости нашего мероприятия, теперь позвольте пару слов без протокола, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, чему нас учит, так сказать, семья и школа. На мой взгляд, мне вот впервые пришлось сегодня вручать грамоты в статусе ветерана педагогического труда. В конце сентября медаль Янбек Ардагери мне вручил министр образования Республики Казахстан. И мне хотелось бы буквально несколько слов сказать о том, что все-таки одна из главных функций, миссий нашей школы – это воспитание гражданина и патриота. Я вспоминаю те годы, когда я руководил школой номер 14 имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. И мы тогда впервые в республике создали в 1995 году кадетские классы. И наша воспитательная система, которую мы разрабатывали вместе с Лисицыной Ириной Игоревной, она была тогда у меня заместителем по воспитательной работе, заняла первое место в области. Ну и у нас проводились и областные, и республиканские семинары на базе нашей школы. Вот, чтобы сохранить все эти традиции, нам, конечно, надо потрудиться еще долгие-долгие годы. И я просто, пользуясь случаем, что здесь в зале находятся директора общеобразовательных школ, обращаюсь к ним и призываю, чтобы не забывали о том, что есть место подвигу. Ну и, конечно же, мы должны наши ценности претворять в жизнь, а наши ценности – это Менгеле Кьель по воспитанию гражданина и патриота Республики Казахстан. Благодарю. Продолжить церемонию награждения приглашается председатель локального профсоюза работников образования и науки города Рудного Мурзатаева Амина Оразаевна. Грамотами локального профсоюзного комитета работников образования и науки города Рудного награждаются Ибрашева Нургуль Мерхайдаровна, методист Центра по массовой работе детского воспитательно-оздоровительного комплекса, председатель первичной профсоюзной организации. Она на высоком профессиональном уровне добросовестно и с душой выполняет свои должностные обязанности, разрабатывает и проводит массовые мероприятия, осуществляет связь со средствами массовой информации, школами, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, правопорядка, творческими союзами. Байбуртина Светлана Борисовна, председатель первичной профсоюзной организации, учитель начальных классов общеобразовательной школы номер 13, активный профсоюзный лидер, знающий профсоюзную работу, нормативные законодательные акты, умело применяющий их в профсоюзной работе. В настоящее время Светлана Борисовна большое внимание уделяет мотивации профсоюзного членства, вовлечению в профсоюз молодежи, обучению профсоюзного актива. Панасевич Елена Васильевна, председатель первичной профсоюзной организации, воспитатель детского сада номер 12, победитель республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка», призер городского конкурса педагогических проектов «Книжкина неделя», диплом второй степени на областном коллоквиуме для педагогов дошкольных организаций «Инклюзивное образование» как процесс трансформации системы дошкольного образования. Давайте поаплодируем, поприветствуем. Успевают заниматься. Подарочный сертификат к 30-летию независимости Республики Казахстан.
на услуги оздоровительного комплекса в санатории Джайляу от локального профсоюза работников Организации образования и науки Кустанайской области вручается ровеснице независимости Сартаевой Асие Кенжебековне, техническому работнику яслей сада номер 8. Давайте поаплодируем ровесница независимости. Асия Кенжебековна, уроженка Узбекистана. Свой осознанный жизненный путь она начинала на исторической родине в Республике Казахстан. Благодаря масштабной программе возвращения этнических казаков на исконную землю, начатой на заре независимости, открылись двери для многих наших соотечественников, знавших о своей родной земле лишь по рассказам родных. Қазақ елім туды жастық дәуірін, алғандайсың жұлдызыңның жарығын. Тәуелсіздік құтты болсын, қымбаттым, тәуелсіздік құтты болсын, албым. Народы, как одна семья, хотя язык их разный, все дочери и сыновья своей страны прекрасной. Да здравствует наша республика Казахстан! Бәрекелді.
с любовью, шаны раз собирает друзей, и живут все народы одною, крепкой, дружной, надежной семьей. Вот она жарко деревне, свободы, по весне тюльпаны цветут, на ветрах здесь едины народы, независимость гордо несут. Моя Родина, моя светлая, независимый Казахстан. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған мерекелік кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілек ағайын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пусть год за годом наше государство становится более сильным, развитым и богатым. Желаем каждому гражданину Казахстана чувствовать себя самым счастливым на родной земле, гордиться своей страной, жить в мире и гармонии. До новых встреч! Здоровья, успехов в вашем творческом труде, мира и согласия нашей общей родине, Республики Казахстан! Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Мереке құтты болсын.